Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айтило Мурзакова. В 2024 году мы должны создать не менее 2050 мест рабочих. Это одна из самых главных задач Кабинета министров на 2024 год. Их создание станет одним из индикаторов эффективности государственных органов по итогам 2024 года. Об этом заявил председатель Кабинета министров Ахылбек Джапаров в ходе совещания с государственными органами по обсуждению вопросов создания рабочих мест. Глава Кабмина отметил, что наступивший год должен стать прорывным во всех отношениях. Он также добавил, что в настоящее время стоит острая нехватка квалифицированной рабочей силы в сфере строительства, швейной отрасли. По итогам совещания глава Кабмина дал ряд поручений. В частности, Национальному статистическому комитету поручено пересмотреть методику расчета уровня безработицы в республике. Профильным министерствам и ведомствам поручено представить механизм квалифицированной рабочей силы и подготовить дорожную карту по созданию рабочих мест на 2024 год. Создание новых производств, развитие сельскохозяйственного сектора, открытие новых проектов горнорудной промышленности, запуск строительства железной дороги и крупных гидроэнергетических объектов позволит ускорить реализацию задач и целей, намеченных на 2024 год. В ближайшее время будет утвержден список из 100 крупных промышленных объектов, которые должны быть запущены в этом году. Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Турыбаев провел совещание по подготовке к весенне полевым работам. В заседании приняли участие руководители соответствующих государственных органов, полномочные представители президента в областях и главы районных администраций. В своем выступлении Турыбаев отметил, что в связи с засушливым климатом в этом году в стране ожидается маловодие. Вместе с тем Турыбаев призвал фермеров открыто говорить акимам районов о том, что какие виды семян им нужны. Государство готово их полностью обеспечить. Он отметил, что запасов горюче-смазочных материалов в стране достаточно и добавил, что в настоящее время в фонде государственных материальных резервов имеется 10 тысяч тонн. После участники совещания рассмотрели вопрос поддержания стабильной эпизоотической ситуации. Бакыт Турыбаев поручил соответствующим государственным органам своевременно проводить профилактические мероприятия. В завершении заседания зампред Кабмина сообщил, что перерабатывающая промышленность будет возрождена в районах республики. По инициативе кипрской стороны накануне состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Кыргызстана Джейнбека Кулубаева и Республики Кипр Константиноса Камбоса. Как сообщили в ведомстве, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения двухстороннего взаимодействия, а также в рамках международных организаций. В частности, стороны выразили готовность активизации торгово-экономических связей, взаимных инвестиций и туризма, а также расширения договорно-правовой базы. В целях продолжения политического диалога министр Джейнбек Кулубаев пригласил своего кипрского коллегу посетить Кыргызскую республику с официальным визитом. Европейский союз 8 января перечислил Кабинету министров 3 миллиона евро для поддержки бюджета в сфере цифровой трансформации в Кыргызстане. Как сообщили в Минфине, эти грантовые средства выделены для оказания содействия работе инновационного центра цифровых компетенций при парке высоких технологий, продвижение системы Санарип Аймак во всех регионах страны, для предоставления электронных услуг населению, повышения кибербезопасности страны. Бюджетная поддержка в данной сфере будет направлена на разработку программного обеспечения и обслуживание баз данных в отраслевых министерствах и на продвижение цифровой экономики по всей стране. Стоит отметить, что доступная для всех цифровая трансформация, включающая скоростной интернет, является одним из ключевых приоритетов сотрудничества между Кабинетом министров Кыргызстана и ЕС. Задержаны активные сподвижники Ташева и Куренова в попытке государственного переворота, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности. На сегодняшний день вышеуказанные лица скрываются от следствия и в рамках уголовного дела были объявлены в розыск. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены десятки сторонников и активных сподвижников из различных регионов страны, которые были в установленном порядке допрошены и дали исчерпывающие
общие показания. В том числе получена информация о финансировании подготовительных и организационных мероприятий со стороны Имамеддина Ташева. Таким образом, задержаны отдельные ключевые фигуранты, в отношении которых получены подтверждающие данные об их причастности к преступным планам по свержению власти. По итогам проведенных обысков по месту жительства Ташева были обнаружены и изъяты значительные денежные средства, представительские автомашины класса люкс и другие материальные ценности. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию других лиц, причастных к организации государственного переворота. 22 декабря 2023 года примерно в 17:00 в селе Кукджар Алмединского района между гражданами иностранного государства, осуществляющими строительство частного дома, произошла словесная ссора, в результате которой иностранный гражданин, вооружившись ножом, нанес своему соотечественнику 3 ножевых ранения, после чего скрылся с места преступления. Узнав о произошедшем, бригадир иностранных граждан и гражданин Кыргызской республики вместе с другими иностранными гражданами целью скрыть вышеуказанное преступление, не оказав должной медицинской помощи и не сообщив об этом случае в правоохранительные органы, вывезли раненого гражданина к себе домой, после чего договорился с клиническим ординатором национального госпиталя, который согласился за 15 тысяч сомов провести операцию пострадавшему на дому. 8 января текущего года пострадавший смог сбежать и обратился с заявлением в ГУВД Чуйской области. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской республики граждане иностранного государства задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сотрудниками милиции были установлены и доставлены в ГУВД в области бригадир иностранных граждан, гражданин 1992 года рождения, иностранные граждане 8 человек и врач-хирург 1995 года рождения. Следствие продолжается. Металлопрокатный завод имени Михаила Фрунзе на западе Бишкека оштрафовали на 28 тысяч сомов, сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. По данным пресс-службы ведомства, предприятие проверили после публикации 9 января одним из пользователей соцсетей видео под названием «Смог. Центр города. Завод Фрунзе». Внеплановый выезд был совершен согласно с Министерством экономики и коммерции. По итогам проверки был составлен акт и протокол о нарушении на залповый выброс вредных веществ от неисправной печи плавления цветного металла. Завод оштрафован согласно статье 230 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях на 208 расчетных показателей. Работа печи плавления цветного металла временно приостановлена до устранения указанных нарушений. После административно-территориальной реформы в Чуйской области Кыргызстана число аильных аймаков сократится со 105 до 49. Это позволит экономить значительные суммы, которые будут направлены на развитие местного самоуправления. Главная цель реформы – исключить аил-укмыты из числа дотационных. На их территории планируется создание муниципальных предприятий и создание условий для развития предпринимателей и инвесторов, как и внешних, так и внутренних. Подробности далее. Лебединовский аил-укмыты, территория 7,5 тысяч гектаров, население 26 тысяч человек. С началом административно-территориальной реформы в Кыргызстане он входит в состав города Бишкек. 3 села и 5 новостроек теперь уже бывшего аильного аймака. Сейчас идет инвентаризация административных границ. Наш аильный аймак Лебединовка располагался между городом Бишкек и Сокотинским районом. Сейчас мы входим в состав города и готовится вся необходимая для этого документация. 22 200 квадратных километров. Территориально Чуйская область самая большая в Кыргызстане. Население около 1 миллиона человек, не считая жителей столицы. До реформы состояла из 105 аил-укмыты, 6 малых городов, 7 районов и 1 города областного значения. После реализации
организации количество аильных аймаков сократится до 49. За счет присоединения новых территорий городам Карабалтай и Кант их статус прежде районного значения изменится на областной, как у города Токмок. До 15 января будет создана межведомственная рабочая группа для обучения сотрудников каждого нового объединенного аильного аймака организационным вопросам, передачи архивов, объединения в одну сеть системы электронного документооборота. По итогам работы согласительных комиссий, которые будут рассматривать каждого сотрудника органов местного самоуправления, там обязательно будут рассматриваться квалификационные требования, соответствует, не соответствует, плюс возрастной ценз. И до этого были проведены аттестации. Кто по итогам аттестации не прошел, тот автоматически уже сокращаться будет. Но у них тоже есть по трудовому законодательству, у них материальная компенсация в размере 3 окладов. Но это не будет касаться глав Айлык Мөтө, потому что глава Айлык Мөтө, глава аильного аймака является политической фигурой. Он назначается и снимается распоряжением акима. На примере Чуйского района, где подобная реформа была проведена в пилотном режиме, процесс оптимизации дал экономию примерно в 30 миллионов сомов. Эти средства останутся в районе и будут направлены на его развитие. Но главная цель административно-территориальной реформы, по словам первого заместителя полномочного представителя президента в Чуйской области Самата Исманова, предоставить возможность развиваться местному самоуправлению и зарабатывать самостоятельно. Около половины из 105 Айлык Мөтө области были дотационными. За счет реформы, административно-территориальной реформы, мы многие Айлык Мөтө выводим из дотационных Айлык Мөтө, которые эти Айлык Мөтө будут сами себя обеспечивать. В каждом Айлык Мөтө будет муниципальное предприятие. На территории каждого Айлык Мөтө будет создаваться благоприятные условия для деятельности инвесторов, малого, среднего бизнеса и также поддержка внутреннего инвестора. Новые главы объединенных аильных аймаков, по словам Исманова, будут назначены в первой декаде текущего месяца. Сымбат Алмазова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй. Теперь инвесторы и предприниматели могут вести свою деятельность в более благоприятной среде. Согласно подписанному президентом указу, в стране до конца этого года продлен мораторий. То есть ни один государственный орган не сможет вести контрольно-надзорные функции. В документе четко подчеркивается, что введение моратория оценивается как заявление о гарантиях эффективной защите прав и интересов инвесторов. Минимум проверок в работе предпринимателей. Мораторий на ведение контрольно-надзорных функций продлен президентом страны в этом году. Принятый документ стал одним из лучших видов помощи как для наших, так и для иностранных бизнесменов. Для производственников, чтобы запустить производство, минимум нужно 2-3 года. Вы же понимаете, если в течение этих 2-3 лет их не беспокоить, хотя бы в течение года, чтобы он завез оборудование, запустил производство свое, вышел на проектную мощность, это нужно время. А тут в это время приходит с проверками, и нужно практически все это останавливать, это все замедляется. В прошлом году у нас там кое-какие там проверки были, мы как бы к этому относимся, ну, так скажем, положительно, да, что ну проверяйте, проверяйте, но тем не менее считаем, что оно в какой-то мере для нас будет определенным таким тормозом для более быстрого развития производства. Постоянные проверки очень сильно тормозят работу и ставят некие барьеры. Некоторые предприниматели, не зная своих прав и обязанностей, являются незащищенным для коррумпированных инспекторов. Также контролю со стороны госорганов даже подвергается молодой бизнес, становясь незащищенным и уязвимым. 2 года назад, когда мы только основывали свой бизнес, на пути нам встретилось много трудностей. От посещения кабинетов до сбора и оформления всех соответствующих документов. Потом приходили органы с проверками. Это трудно, когда ты находишься в постоянном движении ради основания бизнеса, а тут и внимание свое отдаешь на эти проверки. Мы рады, что на нашу проблему обратило внимание государство. О необоснованных проверках госорганов и служб в предпринимательскую деятельность рассказывают в Ассоциации развития агропромышленного комплекса. А теперь введенный мораторий даст гарантию защиты многим бизнесменам. К нам поступают факты
и обращения от наших предпринимателей о необоснованном вмешательстве со стороны правоохранительных органов и других органов. Следственные мероприятия были в отношении предпринимателей, кто получил кредитование в рамках агропромышленного комплекса кредитования КПК. Это были доначисления крупных сумм налогов, доначисляли крупные какие-то платежи, как бы недоимки по электроэнергии, по другим платежам. И то, что президент уже подписал, это говорит о том, что в действительности предприниматели не остаются на стороне. Нынешний мораторий отличается от предыдущих запретов. Если до этого он касался лишь 16 государственных органов, то в этом году мораторий распространяется на все контролирующие надзорные органы, имеющие право на проверку. Это в первую очередь, это ответственность. Они должны за это время думать и внести свои предложения. Как они дальше будут работать, как они будут оплачивать налоги. В данное время сейчас все легко стало. Мы, допустим, как организация, сейчас сидим у себя в офисе, онлайн оплачиваем налоги. У нас только была одна проверка, и то приходил наш налоговый инспектор. Мы им просто открыли, показали, все на этом. То есть я не думаю, что сейчас каждый день проверяет кто-то, да? Но тем не менее сейчас это мораторий должен в первую очередь даст ответственность. Если предпринимателей коснутся незаконной проверки со стороны государственных органов, то с фактами нарушения можно обратиться в торгово-промышленную палату Кыргызстана. На их сайте опубликованы номера поддержки. А также глава государства Садыр Джапаров ранее сделал заявление в соцсети, что бизнесмены могут обратиться и в администрацию президента. Салима Дюшимбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Известно, что безвозмездная помощь семьям с тяжелыми жизненными условиями и малообеспеченным семьям оказывается по всей республике на основе социального контракта. Работы в этом направлении велись и в Панфиловском районе. Так жительница города Каинды Айсулу Ниязалиева приобрела швейные машинки и вышла на российский рынок. Жительница города Каинды Айсулу Ниязалиева, мать 3 детей, воспитывает детей в одиночку и жила только на пособие. В 2022 году на основании социального контракта безвозмездно предоставленного государством на 100 тысяч сомов приобретает 3 швейные машины. Так как я являюсь матерью 3 детей, раньше я получала пособию на одного ребенка 1200 сомов. Тогда составила бизнес-план и получила от государства 100 тысяч сом. Начала свое дело. Занимаюсь этим делом с сентября прошлого года. В свое время они с сестрой начинали дома, а теперь же, наняв 10 женщин, сшитая ими одежда выходит на российский рынок. Наша героиня не собирается останавливаться на достигнутом. Выразила надежду на дальнейшее расширение своего бизнеса. Сейчас 10 машин и 1 специальная швейная машина. За этот период вышли на импорт. Сами привозим ткани и готовим тоже сами. В городе Каинды в проекте «Социальный контракт» участвует 16 граждан. Сегодня они открыли салон красоты, занялись пошивом одежды, купили дойную корову и начали небольшой бизнес. Отметим, в Панфиловском районе 116 горожан вышли из бедности благодаря этому проекту. По указу президента в нашем районе 116 семьям были получены социальные контракты. 2 года как в нашем контроле. Могу сказать, что развивают бизнес и ведут свое дело. Это очень хорошо сказывается для наших граждан. Следует отметить, что на основании проекта социального контракта по Чуйской области в 2022 году 400, в 2023 году 629 малообеспеченных семей получили по 100 тысяч сомов. Айсулу Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй, Панфиловский район. В Нарынской области в последние 3 года активно ведется работа по повышению продуктивности скотоводства. Регион, известный крупным поголовьем крупного рогатого скота, переориентировал стратегию сельского хозяйства на повышение качества продукции. Первые результаты такого подхода вдохновляют местных фермеров. Их упорный труд приносит заметные изменения. Подробнее в следующем материале.
Джаныбек Абыкеев, фермер от Башинского района, занимается разведением коров мясной породы Абердин Ангуст и молочной породы Швец в течение 2 лет. По его словам, эти породы плохо приспособлены к высокогорным пастбищам, поэтому их выращивают в домашних условиях. Для улучшения ситуации было проведено скрещивание в порядке эксперимента, что привело к появлению новой породы, приспособленной к климату от Баши. Этот гибрид отличается обилием мяса и молока. В нынешний зимний сезон каждая из коров приносит не менее 15-20 литров молока в день. В этом году активно пасем скот. Для получения мясистого скота необходимо обеспечивать его качественным кормлением. Рацион наших коров включает 2 приема зеленой травы и 1 прием соломы в течение дня. Дважды в день мы даем им корм. На данный момент мы получаем молоко от коров породы Швец. Одна из них только что родила и дает 6-7 литров молока как утром, так и вечером. Талай Исаев, опытный животновод, высказал мнение о том, что трав и кормов для племенных коров недостаточно. Для достижения высокой продуктивности необходимы качественные корма, такие как силос и синаж, которых в регионе недостаточно. В планах на следующий год увеличить их количество и активнее работать над повышением породистости скота. На ферме проводится искусственное осеменение для адаптации телят к местным условиям. Привезенные коровы не могут пастись, их держат на ферме, однако у них хорошая молочная продуктивность. Выращенных телят акклиматизируют к условиям от Башинского района. Этот метод направлен на успешное разведение скота. В прошлом году в Атбашинском районе искусственному осеменению подверглись 544 коровы. Эксперты животноводства утверждают, что эти меры должны значительно улучшить поголовье и качество племенного скота, что в свою очередь обещает повышение прибыльности в регионе. Следует отметить, что усилия фермеров в разведении племенных животных также поддерживаются государством. Фермеры платят 300 сомов за услуги осеменения. Государство выплачивает 700 сомов. Эти средства предназначены на оплату осеменаторов. Интерес к данному процессу в последнее время возрастает. Отмечается существенное различие в производстве молока и мяса. В настоящее время проводится работа по скрещиванию адаптации 2 пород скота – Швец и Абердин Ангус к местным условиям от Башинского района. В Нарынской области сейчас функционируют 4 молокоперерабатывающих завода и 1 мясоперерабатывающий завод. По оценкам, не ожидается серьезных проблем с продажей продукции, а скорее наоборот, возможно ее улучшение. Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК, Нарынская область. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook, УТРК Чуй. С вами была Ислама Мурзакова. Ну а далее блок мировых новостей. Вооруженные силы и национальная полиция Эквадора после начала беспорядков в стране задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов 5 человек, сообщил глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо. Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства. Задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек. Мы ликвидировали 5 террористов, сказал глава. Напомним, 9 января в эквадорских тюрьмах прошли бунты и массовые беспорядки. Из заключения сумели вырваться главари 2 крупных банд Лос Лобос и Лос Чонерос. В ночь на 10 января вооруженные бандиты ворвались в студию телеканала TS Television и захватили ведущих в заложники. Их позднее удалось освободить местным полицейским. Также группы злоумышленников пытались прорваться в университет Гуакеля и взяли в заложники в 5 эквадорских местах лишения свободы 139 человек. Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил о введении режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне беспорядков, охвативших страну. Он объявил преступными более 20 группировок и различных организаций. Нобоа призвал нейтрализовать всех злоумышленников, устроивших беспорядки и взявших местных жителей в заложники в некоторых городах. Русскоязычная жительница Гуакеля в Эквадоре Галина Кулагина рассказала об обстановке в стране на фоне беспорядков. По словам Галины, в настоящее время в Эквадоре уже открыли все магазины, однако на улицах пока все еще немноголюдно. Начались беспорядки в стране.
В разных районах это было по-разному. Где-то, как у нас, в котором я районе живу, это все тихо и просто посадили вчера всех по домам. Детей отправили на дистанционку в школах, офисы и все, кто может работать также онлайн, работают онлайн до 12 января. Население все ждет, все просто сплочены, эквадорцы, у них национальное самосознание просто на высоте. Они молятся за родную страну, многие, большинство населения католики, все-таки по статистике, они молятся за родную страну, считают, что Эквадор сильно заболел, с их слов желают скорейшего выздоровления. Сейчас у нас уже открылись все магазины, вот уже вечер, но на улице сегодня было очень немноголюдно во всех городах. В принципе, это затишье, и все ждут ближайших дней, как будет развиваться ситуация. Она будет эскалироваться или постепенно все утихнет. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в американской истории в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства, сообщает РИА Новости. Трамп отметил, что сегодня в США находятся миллионы незаконных мигрантов. Их могут вернуть на родину. Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что за время работы Джо Байдена на посту президента американскую границу незаконно пересекли более 7 миллионов человек. Число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики, в декабре прошлого года превысило 302 тысяч человек. Это абсолютный исторический рекорд. Споры относительно миграции стали главной причиной, из-за которой Конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу открытой. В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу. В конце декабря патрули оформили до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK. По состоянию на 9 часов местного времени 11 января общее количество жертв в префектуре Исикава составляет 213, говорится в сообщении. При землетрясении ранения и травмы различной степени и тяжести получили 567 человек. 52 при этом все еще не выходят на связь. Первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самая сильная из которых оказалась магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра. Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остается 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света более 13,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов. Число эвакуированных превышает 28 тысяч. На месте работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны. Во время беспорядков в Папуа-Новой Гвинеи погибли не менее 15 человек. Об этом сообщил телеканал ABC. Беспорядки возникли после того, как некоторые жители воспользовались забастовкой полиции для совершения правонарушений. По данным телеканала, 8 человек погибли в результате беспорядков в столице страны Порт-Морсби. А еще 7 человек были убиты в Лаэ, втором по величине городе Папуа-Новой Гвинеи. В столице в критическом состоянии остается как минимум 1 человек. Местные службы безопасности охарактеризовали ночные беспорядки как тотальную анархию. Премьер-министр страны Джеймс Марапе обратился к гражданам с призывом не выходить на улицы.